на телеканале «Россия». Продолжают «Вести Чувашия». В студии Екатерина Данилова. Здравствуйте. На календаре вторник, 21 декабря. Школьники Чувашии уйдут на каникулы раньше, чем планировалось. Уже 27 декабря. Об этом стало известно на еженедельном совещании в Доме правительства. Эпидемическая обстановка в республике остается довольно сложной, отметил министр образования Чувашии Дмитрий Захаров. Сейчас в регионе ковидом болеют 88 учителей и школьников. Одно образовательное учреждение в Яльчикском районе полностью находится на карантине. 51 класс перешел на дистанционку. Однако больше всего дети болеют ОРВИ и гриппом. Острыми вирусными инфекциями в республике заразились более 10,5 тысяч детей. 90 классов находятся на карантине. Изучили опыт и соседних регионов, и опыт школьных каникул в осенний период, когда в течение 2 недель дети, соответственно, не посещали школу и цепочка заболеваний была разорвана. И предлагаем тоже пойти по этому пути, зимние каникулы продлить до 2 недель, начиная с 27 декабря до 9 января. В школу уже, соответственно, с 10 числа. С нового года больницы Чувашии полностью перейдут на электронные больничные. Листы нетрудоспособности будут оформлять и загружать в информационную систему Фонда социального страхования сами врачи. Автоматически пациенту придет письмо на госуслуги об открытии или закрытии больничного листа. При этом предупреждать работодателя о том, что вы не выйдете на работу, не нужно. Информация сама поступит вашему руководителю. Приносить бумажный больничный также не придется. Работодатель, используя сведения из базы ФСС, заполнит необходимую форму для расчета суммы пособия, после чего в течение нескольких дней начислятся выплаты. Наша республика не только один из лучших регионов страны по качеству жизни, но и любителей чистоты. Так, Чувашия попала в топ-30 рейтинга регионов-участников всероссийской акции по очистке берегов от мусора «Вода России». По сравнению с прошлым годом наша республика поднялась сразу на 14 строчек, заняв во всероссийском рейтинге 26 место. При составлении таблицы учитывались численность населения субъектов, количество участников акции, протяженность очищенных берегов. Согласно итоговым отчетам, экологическую активность в Чувашии проявили 5317 человек. Добровольцы очистили почти 300 километров прибрежных зон. В Новый год с чувашским блюдом. Флешмоб с таким названием запустил региональный Минобр. Чтобы принять участие в акции, необходимо записать видеоролик приготовления национального чувашского блюда и опубликовать его в одной из соцсетей до 31 декабря. Не забудьте поставить хэштеги «Образование чувашское», «Вкусно чувашское», «В Новый год с чувашским блюдом». Отмечу, присоединиться к флешмобу может каждый. Завтра на телеканале «Россия-1» выйдет программа с участием врача-флеболога медицинской клиники «Варикоза нет» Рудольфа Богданова. Трансляция пройдет в прямом эфире, поэтому у вас, телезрителей, будет возможность задать вопросы доктору по телефону. Тема программы «Варикоз. Лечить или не лечить?». Еще доктор расскажет об ультразвуковой диагностике вен нижних конечностей. Эфир в среду, 22 декабря в 9:30 утра на телеканале «Россия-1». Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».